Когда-то эти песни знали только бабушки в глубинках. Сегодня их возрождают на одной сцене. Мне показали мои прабабушка. Я начала песни учить. Чтобы их порадовать, я начала выступать. Каждая мелодия – это рассказ об обрядах и быте. На гала-концерте 11-го фестиваля «Рождественская звезда» собрались 200 участников со всей России. Когда я здесь столкнулась с ребятами из разных районов, у которых разные костюмы, я думаю, неужели это кряшинский костюм? Оказывается, есть разделение, особенности в каждом районе, и для меня это было действительно открытием. Все яркие краски и ноты со сцены буквально переливаются в холл. Здесь веселье не останавливается ни на минуту, и душа так и зовет в пляс. Такие малыши, такие азартством, ну, для них интересно. А собирающиеся люди любуются, что есть их народ. Они очень самобытны, у них этнос очень сильный. Однако сохранить такое достояние непросто. Изготовить качественный музыкальный инструмент стоит достаточно дорого, это сложно, а мастеров уже нет. Потому так кропотливо хранят и передают наследие. Сейчас в Татарстане более 30 тысяч кряшен. Фестиваль за 11 лет зажег около 100 звезд кряшинской культуры. Наталья Мезина, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.